Очередное утро, вышли на прогулку. Собаки гуляют. Я тоже не хотел сегодня выходить, потому что сильный ветер на улице. Но вчера скачал я GPS, навигатор этот. Не GPS, или GPS навигатор на смартфон. Вышел, чтобы испытать, как он работает. Что-то у меня ни хрена не получается. Второй раз уже скачиваю по советам ютуберов, охотников. Ну, что-то не идет. У меня ничего не получается. Так, заморачиваться здесь ветрено, не буду. Куда-нибудь надо в лес, так быстро зайти. Скользко. Снегоход проехал. Короче, вот этот навигатор, блин. Ни хрена у меня ничего не работает. Уже так. Локус Марфреев какой-то. Мне пишет и все. Хоть убей. Уже перезагрузку сделал. По-новому. И интернет еще включил. Хрен с ним, думаю, с интернетом. Попробую. Все стоит. Лучше Гармина ничего нету. Этот смартфон. Или я... Короче, не буду заморачиваться. Не получилось и не получилось. Фиг с ним. Просто побродим хотя бы. Старые бревна вон. Штабеля тут лежат на этих бревен. Просто вот заросло, здесь площадка была раньше. Вон. Кучи всего тут. Вот этот холмик тоже. Здесь вот все это дело штабелями. Может баланс, может еще что-то лежит. Ладно, хоть часик погуляем, раз пришли. Ради этого GPS-а вышел сегодня. Но в стайке нормально. Ветра меньше, хорошо. И нас пока держит. Я думал, сегодня нас уже не будет держать. Вчера днем уже чувствовалось тепло. Я обычно здесь выезжаю, вот школа, здесь выезжаю и направо уезжаю к дороге или же напрямик тут, а снегоход вот тут проехал. Здесь по дороге, наверное, где-то там заезд будет. Тулана сегодня вообще не хотел, вот он, здесь заехал. Тулана вообще не хотел сегодня взять. Вчера, пришел позже, конечно, пока бродил. Но самое главное, немножко вчера опять человека напугал, чуть-чуть схватил за руку. У него привычка хватать за руку. Хватает, но так, спокойно. И человек вчера также испугался. Нехорошо это. Каждым годом все он больше и больше становится агрессивнее к людям. Как-то, хватает, пугает. Может и не укусит. Схватил, скажем, фиг с ним, схватил и схватил. Одним словом, схватил человека за руки, но не укусил. А люди ведь разные бывают. Агрессивнее собаки даже. Могут ударить, пнуть, ножом пырнуть. Или, скажем, еще
палкой ударить собаке. И собака калекой станет. Кто в этом виноват? Хозяин, у кого собака кусает, или же агрессивный человек, который, скажем, палкой бьет собаку, или же может пырнуть ножом. Всем привет, ребят. Все время забываю здороваться. Всем привет. Вот так. Ну вот так, по такой тайге сегодня брожу я один. Вчера ходили с женой гуляли. Сегодня один брожу. Я от этого получаю удовольствие. Пока погода есть. Переход через речку тоже есть. Не будет перехода, я сюда ходить, конечно же, не буду до осени. А так все прекрасно. Хотел поводок с собой взять, но если сегодня повторится такая картина с туланом, если кого-то напугает, я имею в виду, в такие мелкие походы я его брать не буду. И зрители мои, не жалейте моих собак. Они ровно получают удовольствие, от чего я равномерно их отпускаю. Был комментарий сейчас, что меньше беру тулана, обычно всегда с Айдой, но возле дома там снимаемся. Но знаете, сейчас у тулана был 2 больших похода, он так набегался. Конечно же, на серьезную охоту, походы я его буду брать. Вот. Река откроется, будут походы на лодках. На лодка-то есть. И, конечно же, я обеих собак буду брать. Особенно тулана, когда я буду подниматься на вторую избу. Все это будет. И уже скоро, месяц осталось. Месяц до открытия реки. Так. Рядом всегда, Айда всегда рядом. Тулана пока тоже вижу, вон он нюхтит вдали. Даже по совету блогера я офлайн карту сделал. Вот смотрите, это чисто для того, чтобы ходить в тайге без интернета. Хоть с интернетом, хоть без интернета, ни хрена у меня не работает. Хоть убей. Все, короче, не буду заморачиваться. Действительно, только нервы порчу себя. Вот красотень-то какой. Ну, чуть-чуть нехорошо ходить сегодня почему-то. Или солнце куда выпадает, снег уже начинает меньше держать. Это сороки. Смотрите, кругом бураница. Здесь уже всю зиму кто-то ездил. Серьезная бураница даже, между прочим. Это с Тистовкой, в сторону Тистовки идет бураница. Там особо таких в эту сторону кто ездит вроде и... Ну вот, как мы видим, много даже ездили. Так, тут болото, сейчас знакомо. Для тех, кто со мной уже с первых дней. Мне чуть-чуть, ребята, даже приятно было на стриме в день рождения, когда комментарии, поздравления я получал от подписчиков, которые
вообще, в принципе, не комментируют. Я уж думал, что это уже подписчики из моего канала ушли. Но в тот день я многих увидел своих старых подписчиков, которые я уже несколько лет со мной. И уже вот, если подумать, сколько я работаю уже в Ютубе. Немало уже лет. Сколько фильмов поснимал уже. Да. Сейчас вот чуть-чуть у меня не хватает времени. Вчера тоже хотел монтировать фильм. Так не получилось. Но у меня в запасе был фильм. Мучался с этим, блин. Ну вот, видеоредактор. Вот лайк. Человека вроде. У Айды испуганный голос. Вроде человек. Но спанель какой-то, что-то. Sashka velema. Sashka velema. Oko bit. Puršas ne nadaj. Oko bura kolay baştı. Сейчас надо. Tutuş. Tarjetçasne. Muna. Tekütçe saşkatlen. Zaten Me modara muna. Ataya te надо. ta spaniel, ta modesmike. Te nadže. No, Karela Finskej. la finskejte. Pipan. Или сука? Тут надо спить. Ладно, разочам, наверное, пока я стушка шлема. Лак. Лак. Вот, виджадле. Лак. Лак. Ты смотри. Ну так особо он не дерется. Вот, хотели что-то там. Как у меня вот Тулан что делает. Увидит собаку, что вот сейчас вот было, что вот в селе. Как бы руки такие есть, вот хочет там подраться. Но как собака, соперник свои зубы покажет, у меня Тулан сразу отходит. Не драчун. Это односельчанин был. Он круг такой сделал, что я наоборот сейчас направляюсь. Этот же круг буду делать. Несколько километров. Ну, километров получается 3, наверное. 3,5. А раз начал, наверное, уже скажу. Он с топором ради безопасности. Вдруг медведь вылезет. Здесь уже все растаяло. Вот. Потому что солнце вот попадает в такие места. И проталины такие. Вон там ниже наше село. Вон школа. Там церковь. Так, по границе, в принципе, надо идти. Сломалась. Пожалуйста, дрова лежат. Этот сухостой смолистый даже, хороший. А тот гнилой. И
если на материал вообще не годится. Но на дрова можно спилить. Я раньше на УАЗике, конечно же, выгоднее. Хотя хоть даже, скажем, предприниматели за 20 километров работают от села. Если получается на УАЗике туда съездить и спилить вершинки, которые выкидывают предприниматели, это получается, если ручная рубка, тогда выкидывают. Сейчас харвестеры, они все гусеницы топчут. А тогда вот я ездил 20 километров, пилил вершинки. Получается, 2 куба влезает на мой УАЗик. И 5 раз ездил, спилил, привез. Намного дешевле выходит, чем покупаешь лесовоз. Одним словом, выгоднее, конечно, возить, если есть своя техника. Ну, в то же время также он ломается, конечно. Все время что-то с ним случается. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Лаю собака, конечно же, разные, и всегда отличаешь, кого он лает, эта собака. Айду я сейчас сразу понял, что у кого-то она испугалась. Вот особенный лай у нее. И сразу вот развилка вот. Там туда дорога идет, сюда. Не помню где нам спуститься. И сейчас вот сразу же вот понял, что или человек, или зверь. Но при встрече со зверем у нее такой лай тоже вот, в лесу, когда охотишься. Что вот бывало, с медведями не раз встречались, она так лаяла. Один раз лось вышел, блин. Лось вышел, да. Он лежал, оказывается, крупный лось. Я снимал на на цифровой фотоаппарат еще снимал. Резкости никакого нету. Но 30 метров лось вышел. Голова вижу, половина туши вижу. Ну, лопатка там все. Крупный был, с рогами, очень большой лось. Вот так. Думаю, зачем я это говорю? Многие видели, многие также не знают, новые подписчики, про собаку там или еще какие-то встречи, которые были. Просто вам надо перелистать мои видео, там много чего вы увидите, много интересного. Походы там, сколько фильмов охоты, Ланман бежит. И тогда тоже я увидел вот где он, этот лось лежал, запах почувствовал, или вонь такой. А он, оказывается, чуть в стороне был. Ну, там, наверное, он тоже так же лежал. Потому что спокойно он, шаги у него спокойно вообще были. Если у многих также, наверное, возник вопрос, наверное, Олег выстрелил тогда, или же еще. Поверьте, я не такой жадный, чтобы первого попавшегося выстрелить и себя убивать, когда ты
выносишь это мясо зверя, животного. Если уж ты пошел на это, на такую охоту, на большую, ты добывай и все, до килограмма из леса вытащи. А не надо оставлять, чтобы бил там мясо, портился. Я спускаюсь, вот такая гора и лыжня. Ну, это ведет к озеру, думаю. В общем, сходим туда. Обычный стандартный маршрут выбрал. Я вырос, ходил уже не раз. Опа! А тут снег не держит. Как мне странно. А длинный фильм опять будет. Ужасно сильнейший ветер сейчас. Здесь от тайги более-менее спокойно, но гнутся деревья жестко. Даже синицы, птицы сегодня. Вон они. Птицы даже есть. О, как гудит. Ох, как гудит сегодня тайга. Мощно. Обратный путь будет через по дороге, в общем. Там, наверное, ветренее будет. Подходим к озеру. Тоже озеро начинается. Так. Глянем. Что тут у нас? Каневское озеро большое. Вон туланчик прискакал. Ручей выходит. Раньше по этому ручью яжи поднимались на нерест. А сейчас ни хрена. Если присмотритесь, смотрите, какое большое озеро. Рыбы сколько тут было, ой, бля. Все, пол села тут рыбачил. И сетями, и удочкой. Рыба не заканчивалась. Очень много было рыбы. И все разом вот все исчезло. Вот, моментально. Вот. Буквально там. Что произошло, непонятно. Бобры тут живут. Сосед частенько сюда ходит по открытой воде. Всегда говорит, там подальше, если сходить, все повалено, говорит. Осины. Шикарное озеро. Не болото, а озеро. Утиные перелеты, стреляют уток тут. Хорошо. По первому льду стараются сюда приходить, рыбачить. Толку вот только. Там уже снег растаял полностью. И тулан заактивировался он. Но он все-таки какой-то зверек там ходил. Он с ума сходит от любого зверя. Здесь никто сейчас не рыбачит. Знаю, понимаю, что рыба не клюет. Она немножко там
открыто. Чуть-чуть. Какой-то любитель сюда заезжал. Пленки. Здесь проверял, рыбачили тут. Смотрите, что она творит. Нашла лужу. Купальный сезон открывает. Пипец. Вот поросенок. У тулана лапы всегда сухие, а этот? Вот это дала она. Айда. Это от в шее, наверное, себя так чистят собаки. Ну, грязнули она. И так кувыркаются. Они чистят все от шеи, от всяких болезней. Поросенок. Поросенок. Ну все. Может быть, когда-то приду сюда на охоту на уток. Будем ждать весны. Весна, охота весенняя под вопросом. Пока непонятно, откроют, нет, но на осенней охоте будем охотиться, конечно. Следы рябчика там я видел. Самих рябчиков нету, но следы есть. Они где-то в тайге, наверное. Не свистят ничего, спокойно себя ведут птицы вообще. Ни курлычания у косачей еще не слышал. Рябчики что-то молчат. Ну, ветрено сегодня. Наш зимник. Вот здесь я не раз в этом году проезжал. Там на рыбалку. Вот здесь. Это уже наша буранница. Кроме меня тут снегоходы тоже ездили. Все, по дороге буду спускаться. Напротив ветра. Ветер шквальный, холодный. Блин, такой дубак сегодня. Хотя я когда выходил, всего -2 было. Но ветрище холодное. Чуть-чуть пойду другими путями. Здесь выйду на речку и напрямик, наверное. Штормит кругом, блин. Сильнейший ветер. Что еще добавить? Вроде нечего. Немножко погуляли. Дышали свежим воздухом. Действительно свежий воздух. Вроде в селе живешь. Нормально тоже так. Здесь вообще обалдеть. Тайга есть тайга. Короче, мы на селе уже. Это напрямик.
ветрище, блин. Здесь режу, прям вот тут пойду. У нас тропинка там, спуск. Здесь уже все. Чисто же рано открывается возле берега. Течение большое. Вчера очень сильно трескался лед. Сегодня более-менее спокойно, наверное, успокоился. Вода упала. Тулан, интересно, я опять пропал он куда-то. Вроде там где-то он остался. Последний момент, как и вчера. Поросенок рядом. Сразу в вольер загнать. Любит трется, кого не увидит там, с любым человеком. Хорошо, если испачкает кого-то. Вот такая лунка. Тут люди набирают питьевую воду. Сегодня еще никто не приходил. Тулана не вижу. Запропастился он куда-то. Попадает. Все, короче, ребят, поход заканчиваю. Всем пока и до новых встреч.